30 августа мы отмечаем один из основных государственных праздников – День Конституции. В этом году страна празднует 29 лет со дня принятия основного закона. За это время Конституция Казахстана изменялась и дополнялась несколько раз. Однако она остается гарантом защиты прав и свобод своих граждан. Первая Конституция независимого Казахстана была принята Верховным Советом Республики Казахстан 28 января 1993 года. Она закрепила новый статус страны. В основу была положена модель парламентской республики, но оставались неурегулированными полномочия законодательной и исполнительной веток власти. Работа над основным законом продолжалась. В обсуждении составленного проекта Конституции приняли участие более 3 миллионов граждан страны. Во время коллективных обсуждений были предложены тысячи различных дополнений и поправок. И 30 августа 1995 года на всенародном референдуме была принята действующая Конституция Казахстана. Конституция не оставалась все эти годы неизменной. К ней принимались поправки, а в 2022 году проходит конституционная реформа. Действующая Конституция страны составлена на казахском и русском языках. В преамбуле изложены важнейшие принципы современного казахского общества, которое имеет общую историческую судьбу, сознает себя миролюбивым гражданским обществом и несет ответственность перед будущими поколениями. На этом основании заявлено, что принимает Конституцию народ Казахстана. Основной закон состоит из 9 разделов, в которых обозначены основы государственного устройства, права и свободы граждан. 6 разделов посвящены основам организации осуществления власти в стране, положениям о президенте, парламенте, правительстве, конституционном суде, судебной системе и местном самоуправлении. Конституция Республики Казахстан состоит из 99 статей, в которых закреплены основополагающие принципы жизни общества. Как основной закон страны, она отображает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. По степени защиты прав человека наша Конституция соответствует всем мировым стандартам, и в частности Всеобщей декларации прав человека. Согласно основному закону, каждый имеет право на личную свободу. Каждый гражданин рассматривается как личность, его достоинство сохраняется государством. Именно поэтому из статей Конституции 30 посвящены статусу человека и гражданина, его правам и свободам. Это дает основание утверждать, что все основные общественные отношения регулируются Конституцией, законами и другими правовыми актами государства. За время становления и развития Казахстана произошли существенные изменения в обществе. Они находили отражение в изменениях основного закона. Правки Конституции принимались несколько раз. Внесено их было за это время более 90. В 1998 году были внесены изменения и дополнения в 19 статей основного закона. А больше всего поправок внесено в 2007 году. Они установили пропорциональную избирательную систему, были внесены поправки, касающиеся формы государственного устройства страны, дали конституционный статус Ассамблеи народа Казахстана. В феврале 2011 года в Конституцию были внесены изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов президента. В 2017 году изменения коснулись
перераспределения полномочий президента, парламента и правительства. Также расширяются права граждан на участие в управлении страной, усиливается защита гражданских прав. Республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахстана прошел 5 июня 2022 года, после которого Казахстан переходит к форме правления президентской сильным парламентом. День Конституции Республики Казахстан – особый праздник общественно-политической и исторической значимости. И сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что политическая и экономическая стабильность, гражданский мир, социальное, национальное единство и согласие достигнуты на основе Конституции.